Всего на территории Республики Абхазия действуют 23 неправительственные организации и 10 представительств международных организаций. Если говорить об объеме финансирования, то с января 2020 года по ноябрь 2023 года общий объем финансирования, зарубежного финансирования проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия указанными организациями, составил порядка 2 миллиардов 90 миллионов рублей. То есть вдумайтесь в эти цифры, это очень серьезное финансирование. Соответственно, возникает вопрос, на какие цели тратятся эти деньги, или если это своего рода инвестиция, то, собственно, во что? То есть для общего понимания необходимо знать, что региональные офисы, осуществляющие координацию всех этих проектов, которые реализуются у нас, они находятся непосредственно в Грузии, непосредственно в городе Тбилиси. И на территории Грузии создан специальный орган, специальное ведомство. Это Министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия, которое является профильным органом, который в четкой координации и взаимодействии с грузинскими спецслужбами работает непосредственно по проблематике Южной Осетии и Абхазии. Все проекты, реализуемые на территории Республики Абхазия, предварительно согласовываются с указанным ведомством. И нужно понимать, что согласовываются они в строгом соответствии с национальными интересами Грузии. Если говорить простыми и понятными словами, то львиная часть всех этих денег тратится на то, чтобы мы сближались с Грузией и отдалялись от Российской Федерации, нашего стратегического партнера. Одной из основных и ключевых международных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Абхазия, является программа развития ООН, UNDP. Основным спонсором, основным донором UNDP является агентство США по международному развитию, USAID, подведомственное непосредственно Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки. Кстати говоря, если говорить именно о USAID, как об инструменте влияния Госдепартамента Соединенных Штатов, необходимо отметить, что деятельность USAID на территории Российской Федерации была прекращена еще в октябре 2012 года. И была прекращена не просто так. Она была прекращена из-за фактов, из-за попыток влияния на выборы самого разного уровня. Необходимо также отметить, что по данным Службы государственной безопасности, USAID является главным спонсором радикальной грузинской оппозиции, которая на разных уровнях регулярно озвучивает тезисы о необходимости открытия так называемого второго фронта на абхазском направлении. Необходимо отметить, что программа развития ООН UNDP является основным спонсором местных некоммерческих организаций. На ее долю приходится порядка 70% от общего финансирования абхазских НКО. Какие проекты реализуются? Проекты реализуются самые разные. И среди них присутствуют проекты с политическим контекстом. В рамках этих проектов активные люди из нашего общества, преимущественно молодежь, подвергаются ненавязчивой пропаганде. Имеют место попытки пересмотра истории Отечественной войны народа Абхазии, имеют место попытки пересмотра самого конфликта, как в целом, так и отдельных его аспектов. Регулярно проводятся встречи в рамках каких-то гуманитарных проектов между нашими гражданами и гражданами Грузии. Службой госбезопасности фиксировались случаи, когда в общеобразовательных учреждениях нашей республики проводилось анкетирование учащихся на предмет толерантности к ЛГБТ-сообществу. UNDP также активно сотрудничает с рядом грузинских некоммерческих организаций. В рамках одного из проектов в течение последних 3 лет проводится набор наших граждан из числа молодежи для обучения в одном из университетов Эстонии. То есть отдельные наши граждане проходят обучение в Эстонии, потом при их непосредственном участии создается небезызвестная организация, затем ими осуществляются уличные акции протеста, которые как нельзя лучше иллюстрируют полученные за рубежом знания
в области гражданского участия. В контексте изложенного особую обеспокоенность службы государственной безопасности вызывает то, что отдельные наши граждане, которые не стесняются озвучивать свою критическую позицию по ряду внутриполитических вопросов, по ряду вопросов, которые имеют критическое значение для абхазо-российских взаимоотношений, получают деньги непосредственно от UNDP. Примечательно, что за месяц до создания движения Харах Пицунда на счет общественной организации АМЧ, руководитель Пачали Алиса, от UNDP поступило порядка 2 миллионов рублей. А общий объем финансирования, то есть за последние 3 года этой организации со стороны программы развития ООН, составил 5 миллионов 674 тысячи рублей. UNDP также осуществила адресное финансирование ряда граждан, в частности, гражданки Республики Абхазия Абидовой Наиды, сотрудницы НПО «Прогресс», являющейся родной сестрой Абидовой Аиды, активного участника движения Харах Пицунда. UNDP за период с 2020 по 2023 год профинансировала организацию «Клуб общественных дел», руководителем которой является Агар Балия, на сумму в 6 миллионов 369 тысяч рублей. Отдельная статья расходов программы развития ООН направлена на финансирование работников абхазских негосударственных СМИ. На эту статью расходов за последние 3 года было направлено свыше 5 миллионов рублей. Но это еще далеко не все. Программа развития ООН также через благотворительный фонд социально-культурных инициатив осуществляла переводы гражданам Иналыпа Арде, Кварчелия Лиане, Тане Астамуру и Гизердава Саиду. Полагаем, что все это финансирование официально осуществляется на какие-то гуманитарные цели. Однако то, что люди, публично критикующие власть и затрагивающие вопросы, которые с большой долей вероятности могут негативно сказаться на динамике абхазо-российских взаимоотношений, получают деньги от недружественных и даже враждебных для нас институтов, заставляет задуматься. То есть, согласно тому, что мы видим, иностранные деньги служат искажению общего информационного фона и дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Абхазия. Вызывает опасение, что многие наши граждане, к сожалению, преимущественно из числа молодежи, вовлекаются во все эти, без сомнения, негативные процессы, не до конца понимая, кто за всем этим стоит. Служба госбезопасности внимательно отслеживает ситуацию по всем озвученным аспектам и призывает граждан Абхазии не идти на поводу у недружественных институтов, пропагандирующих чуждую нам идеологию и ценности.